Это не страшная сказка, а сухой протокол времен Ашаршылыка на берегу реки Талас. Уполномоченный вошел в дом, холодный как склеп, где лежал полуживой парень. Он признался в том, что разум отказывается понимать. Когда его мама вернулась с поля с пустыми руками, не найдя даже мерзлой картошки, приговор был вынесен. Но самое страшное здесь — это смирение матери. Она посмотрела на сына и тихо сказала: «Карагым, родной мой, лишь бы ты выжил, я жертвую собой ради тебя». И сама вытянула шею к очагу. Очевидцы нашли ее останки в сарае. Мы часто вспоминаем ужасы войн, Хиросиму, Нагасаки, но то были враги, а здесь ад пришел в мирные дома. Да, голод терзал Украину, Поволжье и Кубань, это была общая трагедия. Но факты говорят, нигде катастрофа не перешла ту грань человечности и не достигла таких чудовищных масштабов, как в Великой степи. Автор Сагат Жусып. Книга Ашаршылык Акикаты.